Здравствуйте, в эфире Зарема Мусаева. Вас приветствует канал Бирге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. Сегодня в выпуске: Камчибек Ташиев вылетел в Ташкент, расследуется отравление на Джеруи и как пройдет референдум за границей. Глава правительственной делегации Кыргызстана по делимитации демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, председатель ГКНБ Камчибек Ташиев вчера вылетел в Ташкент для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы. По данным пресс-службы Кабмина, в ходе визита состоится совместное заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Заседание межправительственных делегаций будет проходить с 24 по 25 марта. Узбекистан на переговорах представляет премьер-министр Абдулла Арипов. Пресс-служба правительства Кыргызской республики отмечает, что во время государственного визита президента Садыра Джапарова в Республике Узбекистан главы государств договорились об активизации работ правительственных делегаций, завершить которые планируется в ближайшее время. УВД Таласской области начала проверку информации о пищевом отравлении 18 человек на Джеруи. Об этом сообщили в пресс-службе областной милиции. Ранее пользователь Султанбек Аманбеков в социальной сети Facebook написал о пищевом отравлении на Джеруи. Пострадали 18 человек. По его словам, работники месторождения не сообщали об этом из-за боязни лишиться работы. В компании «Альянс Алтын» рассказали, что 20 марта 15 человек обратились к медицинскому персоналу производственного участка Джеруи с жалобами на плохое самочувствие. Врачи оказали оперативную помощь, взяли анализы и отправили в Таласскую санитарно-эпидемиологическую станцию. Джеруи – второе крупное месторождение золота в Кыргызстане после Кумтора. Оно расположено в Таласской области. Подозреваемого в убийстве двух человек в Узгенском районе водворили в СИЗО на 2 месяца. Об этом сообщили в УВД Ошской области. Напомним, что в Узгенском районе в результате огнестрельных ранений погибли 2 человека. Уточняется, что 20 марта в 3:35 из районной больницы в милицию поступило сообщение о 2 умерших пациентах с огнестрельным ранением. Факт зарегистрирован в РПП по статье убийства. Одним из убитых оказался член ОПГ. За рубежом участие в референдуме смогут принять 54 138 кыргызстанцев. Об этом сообщает ЦИК. В ведомстве уточнили, что на организацию плебисцита за пределами республики будет потрачено 12 миллионов сомов. Количество участков 48 остается неизменным. За рубежом будет применяться форма 2. Подавать заявление об изменении избирательного адреса можно до 27 марта. В Кыргызстане в предварительных список вошли 3 597 000 граждан. Уточняется, что внести коррективы и сдать биометрику можно также до 27 марта. В рамках кампании по сдаче биометрических данных процедуру прошли 2,3 тысячи человек. 183 подали документы на обмен паспортов, 585 на смену прописки. 11 марта Джогур Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона о Конституции Кыргызской республики во 2 и 3 чтениях. За проголосовали 94 нардепа, против 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовал при голосовании. В зале находилось 83 человека. Предпринимателям Кыргызстана спишут начисленные пени и налоговые санкции при погашении задолженности по основным суммам налогов и страховых взносов, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Кыргызской республики. В министерстве напомнили, что в августе 2020 года был принят закон о реструктуризации задолженности по начисленным процентам пений, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам. Закон приняли для поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, когда деятельность многих была приостановлена. По информации Минэкономики, налогоплательщики освобождаются от уплаты пений налоговых санкций, начисленных за несвоевременную или неполную уплату налогов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года путем их списания. В Минэкономике призвали бизнесменов воспользоваться послаблениями и погасить долги. В прошлом году такие условия предоставлялись для предпринимателей, у которых имелись штрафные санкции и пени на 1 марта 2020 года. На этом у меня все. Смотрите канал Бирге ТВ.